законопроекте об апарт-отелях предусмотрено ряд ограничений. Вот. Но мы хотели бы еще на что обратить внимание, учитывая, что Лашнук Зарович вы здесь, учитывая, что миграционное законодательство, можно было бы немножко его подкорректировать, у нас есть такое предложение. Для владельцев апартаментов исключить возможность регистрации в жилом фонде. Значит, тот, кто приехал в апартаменты, владелец или член семьи, кто бы он ни был, для обязать управляющей компании, которая будет управлять этими апарт-отелями, да они уже есть сегодня, да, их просто на законодательном уровне надо сделать, завести книгу учета регистрации посещений, но исключить их возможность регистрации в жилом фонде. Это не даст возможность, помимо прямого запрета владельцев апартаментов получить абхазское гражданство, но и также не даст возможность создавать историю его регистрации для того, чтобы выбрать более долгий путь к гражданству Республики Абхазия. Во всем остальном, все ограничения, которые там есть, мы считаем, что они существенные, понимание есть по этому поводу. Что касается количества, допустим, по городу Сухум 5000 апартаментов, мы понимаем, что это приблизительно 200-250 тысяч квадратных метров. И для сравнения, да, новый район у нас 500 000 квадратных метров. Так, если визуально человек просто на слух кому-то режет, то вот считать можно, что это приблизительно по квадратным метрам половина нового района. Вообще на Сухуме, на Сухумский район, если брать в разрезе того предложения, которое было сделано в качестве законопроекта. И что касается платежей, город Сухум попадает под сетку 1500 рублей, и мы посчитали, что это квадратные метры приблизительно за один апартамент от 20 до 50, в среднем это, я уже говорил, порядка 200-250, размер оплаты будет в бюджет более 300 миллионов, где-то 350 миллионов рублей, которые можно будет ежегодно направлять на создание условий для нуждающихся в жилье.